Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, уважаемые наши зрители. Дорогие мои, ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Здравствуйте, я Сайнур Давлатов, меня зовут Курбонов Фарид, я из Иркутска. Я пока учусь в школе в 8 классе, и я начал откладывать доллары. Я хочу в будущем стать программистом. И с позволения Аллаха я хочу открыть кафешки и сделать бизнес. У меня много планов в будущем, я ваши уроки смотрю. У меня есть к вам вопрос. Как открыть бизнес в Иркутске? И сколько денег мне понадобится? И какие трудности будут? Расскажите мне, чтобы я знал на будущем. Спасибо заранее за ответ, буду ждать. Фарид, дорогой, в разные бизнесы разные проблемы. Но есть общие проблемы, которые во всех бизнесах есть. Поскольку я точно не знаю, какой бизнес ты хочешь открыть. Если говоришь кафешка, я расскажу про проблемы, которые в кафе и что ты должен делать. Запомни, если ты хочешь открывать кафе, ты должен открывать его, чтобы 3 важные компонента было. Это вкус, очень вкус должен быть хороший. Второй, чистота. Чистота очень важную роль играет. Третий, скорость, быстро. Люди хотят быстро кушать, уйти, потому что с каждым днем люди становятся заняты. Поэтому, если вы посмотрите, по всему миру индустрия фастфуда растет. Почему? Потому что это быстро делается. Я не скажу, что это самая вкусная еда, просто она доступная цена и быстро. Вот почему люди его покупают много. Поэтому, если ты соблюдаешь вот эти 3 вещи, которые я сказал, у тебя кафе пойдет хорошо. Значит, хорошие порции дай вкусно, очень вкусно готов, чистота соблюдай и делай быстро. Тогда кафе будут хорошо процветать. Это 3 важных компонента в этом. Но цена у тебя не должна быть слишком высокая. Анализируй рынок, сделай цена на некоторые блюда, которые люди знакомые, хорошо знают, на самый ходовой свою продукцию, делай на 5% дешевле, чем все кафе. Тогда люди будут запоминать это. Весь твой меню никто не запомнит, но запомнит 1-2 блюда. На это ты делаешь подешевле, то, что запоминают люди, а соответственно вот эту сумму ты можешь на другой потом чуть-чуть накрутить, и люди все равно будут это, как сказать, запоминать то, что часто покупают, или часто читают, или часто сравнивают. Какие проблемы могут быть у тебя? Очень много проблем с персоналом, с именно официантами много проблем, сервис. Сервис плохой, его надо научиться. Следующая проблема, которая у тебя будет много, это учет-контроль. Ты должен научиться, как учет-контроль вести. А для того, чтобы у тебя был успешный бизнес, ты иди работай где-нибудь самому официантом. Потом работай параллельно. Ты же учишься. Параллельно работай часовой. Час пики, любой кафе, как официант берут. Начни работать, чтобы изнутри знать этот бизнес. Потом со временем дойди до смены того, чтобы по выходным заменяй администратора. Администратор, управляющий ресторана. Когда ты это все до администратора дойдешь и поймешь, что ты можешь получать прибыль, зарабатывать на это, только тогда ты будешь уверен, что это бизнес твой или не твой. Пока вот так начинать. Но пока продолжай накопить свои доллары. Как ты пишешь, что копишь доллары, продолжай накопить свои доллары. Здравствуйте, уважаемый Сайнур Давлатов, я Мехрона из Канибадама. Мне 15 лет, я была в ваших тренингах в Худжанде с бабушкой. Если помните, я сейчас занимаюсь саморазвитием, я сформировал в себе хорошие привычки и сейчас пытаюсь избавиться от плохих черт своего характера. У меня вопрос такой, как вы думаете, после окончания школы лучше найти бизнес-ментора, заниматься самообразованием и работать в своей сфере, чтобы изучать дела изнутри, или же сначала поступить в университет, чтобы учиться, а потом начать свои дела? Мехрона, я тебе знаю, дорогие друзья, хочу вам сказать, вот эта девушка 15 лет, она со своей бабушкой ходила ко мне на тренинг, у нее есть свой бизнес, у него, по-моему, магазины были или что-то этого, ну, я тебе помню, но бизнес точно не помню, по-моему, у тебя были магазины, и, по-моему, 2 даже, не 1, даже 2, она, послушав вот эта рубрика, со временем открывала свой бизнес. Мехрона, тебе не надо никакие университеты, просто тебе нужен наставник и хорошо развивать свой бизнес. То, что у тебя хорошо получается. Вот и все. Тебе не нужен никакой университет, тебе не нужен. Просто ты уже определенные вещи умеешь делать. И если ты профессионально этому научишься, это было бы здорово. Вот твой наставник отправляет тебя на короткие курсы. Не супер-пупер курсы, как в университете и так далее, которые 5 лет время займет, а короткие курсы, например, по финансовым, как по менеджменту, по бизнес-процессам, по того, чтобы ты научился делать то, что в твоем бизнесе нужен. Зачем тебе учиться, там, сколько вид пингвинов существует в мире, сколько там, когда Наполеон напал в Россию, и когда там этот Гитлер доллар того-то, и так, тебе это не нужен. Тебе нужно знать, как свой бизнес поставить правильно. В данный момент у тебя она есть,
Так что просто хорошо учиться, вот это направление. Хорошо, найдешь наставника, в это направление идешь. Я лично заинтересован тебе помогать. Буду поддерживать, если ты будешь делать то, что я буду говорить. Я думаю, что ты меня поняла, дорогая моя. Если ты вот найдешь себе хорошего наставника, который по этому направлению тебя поддерживает, было бы очень здорово. Тебе покажет именно, как это бизнес еще улучшит, чтобы у тебя было 10-кратный рост успеха. Здравствуйте, наставник, меня зовут Саид, мне 14 лет, я из Тюмени. Читаю ваши книги еще 3-й год, усердно изучаю китайский язык. Летом планирую к вам на мини-мастер-класс, который будут, наши иссыкульские, да? Есть маленький опыт в онлайн-бизнесе в Инстаграме. Что бы вы мне посоветовали для того, чтобы я стал миллионером к 18 лет? Вау, тебе 14 лет, 18 лет хочешь стать миллионером? Каким бизнесом я могу заняться? Заранее спасибо большое. Тебе надо создать какую-то платформу, где где-то дети могут что-то покупать, либо продавать. Либо тебе надо создать какой-то продукт, который ты можешь продавать по интернету. Интернет набери дети, которые стали миллионерами. Есть русскоязычных детей нету в интернете, которые стали миллионерами, но есть англоязычные. То есть в Америке есть девушка, которая создала какой-то конфет, который не поправляешься от того, и дети могут много кушать, и там от этого не болеть и так далее. Она стала миллионером. Потом есть какой-то парень азиат, по-моему, это с Малайзии, что ли, или Сингапура, или откуда. Он чуть не миллиардер даже. Придумали такие вещи и так далее. Дети, им и даже не 20, даже им 15, 18 лет, вот такие. Вот, в общем, ты можешь стать миллионером, если ты создашь какой-то уникальный продукт, который можешь распространить по интернету, по всему миру. Другой парень, который к 20 стал миллионером, он придумал футболки, парень с Малайзии, он футболки, индивидуальные футболки, дизайн, всего команда из 2 человека, он стал миллионером. То есть модель был такой, что каждый парень, который это ориентирован для молодежи, то есть каждый молодежь хочет иметь футболки, которые ему нравятся. Например, ты зайдешь в магазине покупаешь то, что есть. Правильно? У тебя выбор ограничен на то, что есть в магазине. Там может быть есть там Пушкин, может быть там есть Брус Ли, может быть там есть кто-то еще, дракон или что-то, цветок или что-то-нибудь такое, в общем футболке. А он делал по-другому. Он создал такое, что заказчик сам зайдет, сам делает дизайн свою футболку, что хочет, напишет он там, а потом отправляет. То есть там в интернете ты набираешь цвета, которые тебе нужны, набираешь свой размер, набираешь свою футболку, который тебе нужен, какой ты его хочешь видеть и так далее, дизайн и так далее, индивидуально. Это будет один штук только у тебя, у всех не будет такой. То, что тебе нравится, то и ты делаешь. И на тебя отправляют на печать, на заказ и так далее, это все идет. И тут же приходит после этого, соответственно, на печать, и они печатают, отправляют своему потребителю. Этот парень стал мультимиллионером. Этот парень стал мультимиллионером благодаря этому бизнес-моделю. Тебе нужно что-то такое придумать, но придумать бизнес для молодежи, для детей, потому что интернет больше они используют, чем взрослые. Вот так. Здравствуйте, наставник, меня вот об этом я говорил. Здравствуйте, уважаемый Саймурод Давлатов, меня зовут Дайраш Шурканат Мадиевич. Мне 14 лет, живу в Шымкенте. Я уже 5 лет изучаю английский язык и прочитал за 2019-2020 год около 50 книг финансовой грамотности. Вау! Тебе 14 лет и ты прочитал 50 книг? Вот это чудо! Ну вот, ребята, вот представляете? По финансовой грамотности, тайм-менеджменту, мотивация выключаю все ваши книги и ходил на тренинг 2 месяца. Один из лучших целеустремленных учеников в школе. Стараюсь следовать вашим советам, становлюсь каждый день все лучше и быть вечным учеником. У мамы и папы зарплата $1300 и есть точка обуви, но есть кредит $10 000. Хотите купить фуру? Хотим купить фуру за $35 000 из Германии после погашения кредитов, поставив дом под залог банку. Или у мамы есть 3 братьев, которые советуют вместе собрать необходимую сумму и купить вместе. Но мама категорически против этого, потому что говорит, что раньше попробовала поработать с ними, но не получилось. И ценности разные. Я запланировал свою жизнь на 100 лет. И поставил цель к 30 годам стать владельцем крупной логистической компании с $12 миллионов оборота.
прибыли в год. Вау, с 12 миллионов долларов прибыли в год. Так, хочу ходить на ваши тренинги, годовое обучение по предпринимательству, но не знаю как. Смотрю на рекламы ваших тренингов и внутри становится так обидно, что я не могу элементарно ходить и практиковать знания. Вы, Роберт Кийосаки и многие тренера говорят, что лучше не работать на зарплату. Я видел несколько людей в своем окружении, проигравшие в этой жизни, и не хочу оказаться в их рядах. Что конкретно мне и моей семье делать, чтобы добиться своей цели? Дать родителям достойную жизнь. Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо. Парню 14 лет. Вот я горжусь такими ребятами. Молодец, дорогой, если ты в год читал 50 книг, ты очень далеко пойдешь. Потому что ты накопишься мысли, которые, те людей, которые находятся там, где ты хочешь быть. Хорошая цель, создать хорошую логистическую компанию, очень хорошая цель. Если ты расписал свою стратегию на 100 лет, поздравляю, ты молодец, ты реально хороший ученик. А что делать вам? Твоя мама права, не надо собраться с братьями, сестрами, купить одну машину вместе. Не надо это делать. Потому что если ценности разные, то, что мама попробовала, она права, это не подходит. Лучше берите вот то, что вы хотите, там, недостаточную сумму. Если получится, займите эти деньги у кого-нибудь. Потому что человеком договориться легче, чем банком. Это намного проще, чем кредиты брать. Конечно, это намного лучше. Партнерство всегда лучше. Но если ваши дяди, то, что мама не уверена, что с дядями это можно делать, лучше бы вы партнером брали того человека, который бизнес понимает, бизнес-мышление имеет. Тогда было бы лучше и проще. Вот, это было бы очень хорошо. А что касается тебя, продолжай учиться, продолжай читать мои книги, продолжай думать в эту сторону транспортной компании и так далее. Побывай на мой мастер-класс, который будет из Сикули, и тогда тебя познакомлю с ребятами, которые держат транспортные компании, и которые уже делают. У меня есть ученики, которые мультимиллионеры стали в этом бизнесе, а я тебя познакомлю с ними, и ты будешь стажироваться у них. Это один из лучших способов быстрее тебе понимать этот бизнес изнутри. Дорогие друзья, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Желаю вам успехов. Не забудьте смотреть справа налево, нажимайте на следующее видео и посмотрите дальше. Желаю вам успехов.